Ученые и инженеры с мировым именем, их молодые коллеги из ведущих исследовательских центров, университетов России и зарубежья приехали в Бакупу для участия в 41-й междисциплинарной школе конференции «Информационные технологии и системы». Школа конференции организована Институтом проблем передачи информации имени Харкевича и проходит в Бакупу впервые. Мы считаем, что проведение именно вот такого мероприятия в стенах педагогического университета имеет особый смысл. Я полагаю, единственная возможная площадка в этом смысле именно педагогический университет, потому что формат этого мероприятия – это школа. И поэтому здесь очень важна и в какой-то мере педагогическая функция, точнее просветительская функция науки. И мы очень рады, что совместно с ведущими учеными России и Республики Башкортостан мы не только обсуждаем вопросы развития прикладной фундаментальной науки, но и занимаемся вместе с вами вопросами подготовки будущего поколения, тех людей, которые будут формировать, как мы знаем, науки 21 века. Мы понимаем, что они без прорывов в науке, особенно в области информационных технологий, просто невозможны. После окончания торжественных мероприятий в теплой и дружеской атмосфере прошло подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Институтом проблем передачи информации имени Харкевича РАН, Институтом математики с вычислительным центром Уфимского научного центра РАН и Советом ректоров вузов Республики Башкортостан. Официальные документы подписали Андрей Соболевский, Ильдар Мусин и ректор УГАТУ Николай Криони. Уфа – это известный, важный в федеральном смысле центр математических исследований. И очень важно, что благодаря этому соглашению ресурсы преподавателей, специалистов московских организаций, нас в том числе, и организаций региональных, очень важно, что их удается объединить для того, чтобы повысить уровень подготовки математических кадров республики и обеспечить преемственность поколений, которая здесь, конечно, очень важна. Сегодня мы активно работаем в области цифровой экономики. Всем известно, что вот в середине года подписаны распоряжения, принята стратегия развития. Одна из проблем движения этой программы развития – это отсутствие, к сожалению, качества кадров, отсутствие вообще кадров. И вот достаточно проблемно это исследование в области науки мирового уровня. И объединение ресурсов от двух академических институтов и вузов республики в учебной, научной, кадровой, материальной, технической базе позволит нам, на наш взгляд, и позволит нам подготовить соответствующие кадры для реализации этой программы и стратегии развития цифровой экономики в России. В рамках конференции состоялись тематические сессии, в которых участвовали студенты, молодые ученые и все те, кто неравнодушен к науке. С пленарными лекциями по разным направлениям выступили приглашенные ведущие исследователи, представляющие как российские, так и зарубежные научные центры. Тематика лекций была обширна. От математики выборов до влияния обоняния на мышление и поведение человека. На этой конференции я уже успел послушать доклад ведущегося ученого Бориса Теодоровича Полика и узнал, собственно, как используется метод Монте-Карло оптимизации. И в этом было что-то новое, потому что Борис Теодорович очень опытный и профессиональный ученый с мировым именем, и поэтому, по факту, он позволяет получить некоторые инсайты, до которых мне самому додуматься иногда трудно. На самом деле, сегодня была достаточно интересная лекция Бориса Теодоровича Полика о методах Монте-Карло в оптимизации. Там было много интересного, в том числе то, что говорилось, что порой наша интуиция геометрическая в трехмерном пространстве нас обманывает, и в многомерии это работает не все так, как в трехмерии, и это было достаточно интересно. Но еще у нас несколько дней впереди, будет много очень интересных людей, которые будут рассказывать различные доклады, и я думаю, что я узнаю еще очень много интересного. Для молодых ученых школа конференции «Информационные технологии и системы» своего рода уникальная тренировочная площадка, где в результате общения с учеными мирового уровня молодые исследователи выстраивают свой путь к науке.